Добрый день, веселый час, я приветствую всех вас. Нам урок пора начать, много предстоит узнать. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Давайте вместе начинаем урок русского языка. С вами ваш учитель русского языка Ануки Мухамбетовна. Прочитаем девиз нашего урока. Наблюдаю, замечаю, размышляю и делаю вывод. Отгадайте загадку. Говорят, упрямый он и не очень-то умен, но словам таким не верь, это очень славный зверь. Просто любит он покой, он задумчивый такой. Догадались? Это ослик. Ослик букву «и» твердит, добавляя букву «я». Не успокоится никак, все кричит «и я, и я». Тема нашего урока – звуки и буквы и краткое. На этом уроке знакомимся со звуками и их обозначениями. Учимся четко произносить звуки, находить в словах звук и букву и краткое. Будем расширять словарный запас и развивать каллиграфические навыки. Раз брусок и два брусок, плюс один наискосок. Снизу сверху уголки, а все вместе буква И. Он себя хоть не летает, важной птицей считает, но красавцу все вокруг говорят, что он индюк. Ребята, слово индюк начинается с буквой И. Выдели голосом звук и в слове игла, игрушки, индеец, иволга, индюк. Все эти слова начинаются с буквой И. Определи место звука И в словах. Кит. Звуки слышен в середине слова. Тигр. Звуки слышен в середине слова. Слива. Звуки в середине слова. Носки. Звуки слышен в конце слова. Письмо. Звуки слышен в середине слова. Листья. В середине слова. Нитка. Звуки в середине слова. Пицца. Звуки слышен в середине слова. Аист. В середине слова. Икра. Звуки слышен в начале слова. Ирис. Звуки слышен в начале и в середине слова. Сито. В середине слова. Тапочки. Звуки слышен в конце слова. Очки. В конце слова. Качели. Звуки в конце слова. Пила. В середине слова. Изба. В начале слова. Малина. В середине слова. Липа. В середине слова. Ноги. Звуки слышен в конце слова. Индеец. Звуки слышен в начале слова. Рассмотрите внимательно, на что похожа эта буква. На букву И, только вверху маленький хвостик. Эта буква И краткая. Ребята, с буквы И краткая в русском языке очень редко начинаются слова. Их всего несколько. Йогурт, йод. Рассмотрите внимательно карточку. Посчитайте, сколько в ней букв И краткое. Первый, второй, третий, четвертый и пятый звук. Молодцы! Рассмотрите внимательно картинки и назовите слова. И скажите, какая буква потерялась. Попугай. В конце слова потерялась буква И краткая.
чайка. В середине слова лайм, в середине слова лейка, в середине слова майка, в середине слова чайник, в середине слова муравей, в конце слова улей, в конце слова. Рассмотрите письменные буквы «и». Они отличаются от печатных. Будем учиться писать заглавную букву «и». В ней два элемента. Начинаем писать букву ниже дополнительной линейки. Слева направо прописываем закругление. Опускаем прямо вниз прямую линию. Коснувшись нижней линии рабочей строки, делаем закругление вправо. Ведем плавную линию вверх, до уровня высоты первого элемента. И опускаем вниз линию до нижней линии рабочей строки. Закругляется вправо. Попробуйте написать такую букву в воздухе. Молодцы! Напишите ее обратной стороной ручки на ладошке. Хорошо. Рассмотрим написание строчной буквы «и». Она тоже состоит из двух элементов, двух коротких палочек с закруглением внизу, которые соединены. Строчную букву «и» попробуйте написать на воздухе. Хорошо. А теперь обратной стороной ручки на ладошке пишем. Отлично. И краткое. Так же, как и. Только у нее сверху галочка. Так, еще раз попробуйте. Хорошо. Подведем итог урока. Сегодня мы с вами на уроке познакомились с гласной буквой «и» согласной буквой «и» краткое. Эти буквы подружки, только путать их не нужно. Буква «и» – 3 палочки, а над «и» есть галочка. Задание. Прочитать текст в учебнике «Лиса и зайка», страница 59, и напишите буквы в тетради. Помните о правильном наклонном положении тетради. Держите правильно ручку 3 пальцами. До новых встреч, ребята!